Утро на телеканале «Россия» продолжают «Вести Чувашия». В студии Екатерина Данилова. Здравствуйте, на календаре среда, 31 августа. Хорошая новость для тех, кто в этом году пойдет в первый класс. Маленьких жителей из 4 микрорайонов Чебоксар с 1 сентября будут возить на школьных автобусах. Об этом сообщили на очередном заседании в городской администрации. Для обеспечения подвоза школьников, проживающих в микрорайоне Солнечный, Соляное, Садовый и Чандрово, будет задействовано 11 школьных автобусов, оснащенных системой ГЛОНАСС. Всего будет перевозиться 500 школьников. Освежить в памяти историю событий 1941-1945 годов. 3 сентября во всех регионах страны и за ее пределами пройдет международный исторический диктант, посвященный Второй мировой войне. Диктант Победы жители Чувашии смогут написать на 500 площадках. За 45 минут участникам акции предстоит ответить на 25 различных вопросов. Где-то нужно вставить пропущенное слово в тексте, назвать автора произведения, посвященного войне. В некоторых правильно написать имя участника военных действий, вспомнить то или иное событие, город. Чтобы принять участие в диктанте Победы, необходимо зайти на страницу диктантпобеды.рф/регион21, найти карту площадок, нажать на кнопку «Смотреть», затем выбрать место, где 3 сентября вы будете писать диктант. Далее нажать на графу «Участвовать здесь», а после перейти по ссылке «Зарегистрироваться», заполнить анкету. И все, можно готовиться к предстоящему экзамену. Кстати, на сайте диктанта Победы есть тренировочные тесты. 9 сентября в Русском драматическом театре откроется новый юбилейный 100-й театральный сезон. Подготовка идет полным ходом. Обновленный фасад, ремонт входной группы – это лишь малая часть всей проделанной работы. Например, на 2-м этаже в фойе появилась выставка о столетней истории Русского драматического театра. На стендах фотографии актеров и режиссеров, которые работали здесь с 1922 года. Можно познакомиться и с репертуаром театра того времени, увидеть, какие шили костюмы, какой накладывали грим. Теперь зрители точно не будут скучать, дожидаясь 3-го звонка, уверены в русской драме. Время антракта можно будет провести, удобно расположившись на новых банкетках, установленных в фойе. Театр закупил современное звуковое оборудование, проекторы и новый занавес. Чем он поразил нашу съемочную группу, а также какие премьеры увидят зрители в юбилейном сезоне. Об этом мы расскажем сегодня в наших информационных выпусках. Не пропустите. Уроки без мороки. С 1 сентября в Чувашском национальном музее возобновляются программы, занятия и квесты для детей. Например, первоклассники смогут получше познакомиться и подружиться между собой, а также узнать, как учились в школе в старину. О традициях и культуре чувашского народа расскажет экспозиция «Мунджа». Это лучшее дополнение к урокам культуры родного края, уверены в музее. А вот биологию будет интереснее изучать на выставке «Древняя жизнь». Там можно отправиться в путешествие на миллионы лет назад, в эпоху динозавров. Таковы вести к этому часу. Желаю вам хорошего дня. Оставайтесь на телеканале «Россия».